Tā ievelc elpu, aiztur neelpo. На сегодняшний день без традиционной рентгенодиагностики сложно представить постановку или уточнение некоторых диагнозов. Нередки случаи, когда рентген – это наиболее оптимальный и эффективный метод исследования. Чаще всего его делают для оценки переломов структуры костей и суставов. Обследуются также голова, таз и легкие. В Венспасской поликлинике рентгеновские обследования проводятся при использовании аппарата новейшего поколения. Это устройство новое и очень удобно на нем работать. Раньше была кабина, где закрывались двери, и некоторым людям не хватало воздуха или одолевала фобия. А здесь все быстро происходит. Современное оборудование было приобретено в рамках проекта строительства новой поликлиники. Главное преимущество новых технологий – это возможность диагностировать с помощью дигитального изображения даже небольшие изменения, произошедшие в организме человека. Пациенты идут в порядке очереди. Иногда надо подождать. Если пришел пожилой человек, ему тяжело одеваться. Но вообще-то идут один за другим. Вот это оборудование предназначено для проведения маммографии. Комплекс позволяет получать, обрабатывать, хранить данные исследований при диагностике рака груди и выявлять его на ранних стадиях. К тому же новая аппаратура, цифровая маммография, предусматривает сохранение снимков на компьютере и их просмотр на мониторе, поэтому можно рассмотреть мелкую структуру. До этого приходилось ездить в больницу, в Кулдыгу. Здесь он новый, в больнице намного старее. Это влияет на проведение обследования. Оборудование для маммографии, так же как и для проведения рентгена, появилось в Венспасской поликлинике в прошлом году при финансовой поддержке городского самоуправления. А вот стеоденситометрическое оборудование для измерения плотности костей Венспасская поликлиника приобрела уже на свои средства. Оно обошлось почти в 23 тысячи латов. Остеопороз – это заболевание костной системы с выраженным уменьшением костной массы и изменениями в микроструктуре костей, что способствует их хрупкости и увеличивает риск перелома. Болезнь развивается постепенно, зачастую первым симптомом является перелом. Мы ей проверили бедра, а теперь будем обследовать поясницу. Ноги поднимаем наверх, на подставку, и аппарат будет передвигаться к поясничной зоне. С октября прошлого года были обследованы 1300 пациентов. У большей части из них был обнаружен остеопороз. Если раньше для прохождения данного обследования венспилчанам приходилось ездить в Ригу или Лепую, то сейчас это можно сделать и в Венспилсе.